прозвенел звонок, ребята. Начался урок. Ну-ка, проверь, дружок. Ты готов начать урок? Все на месте, все в порядке. Ручка, книжка и тетрадка. Ребята, в корзине находятся изображения животных, которые встречаются в произведениях Крылова. Сейчас вы разделитесь на 3 группы. Группа мартышек, волков и группа лис. Подходим, берем изображение и образуем группу. Идемте, ребята. Сегодня на уроке, ребята, мы с вами продолжим изучение такого художественного жанра, как басня, а также обобщим знания, полученные на предыдущих уроках. Великий баснописец говорил, ребята, тема нашего урока связана с его высказыванием. Люблю, здесь случай есть, пороки пощипать. Как вы понимаете его высказывание? Пока. Порок – это качество человека, который баснописец высмеивает. То есть Крылов говорит, что он любит насмеиваться над тем качеством человека, который он считает неправильным. Правильно, молодец, умница. Ребята, давайте вспомним, что такое басня. Басня. Так, а ну-ка, Сарья. Это короткий рассказ в прозе или стихах, который содержит аллегорические образы и мораль. Так, молодец, умница. Кто добавит? Это короткий рассказ в прозе, в стихах или в стихах, содержащие аллегорический образ и мораль. Молодец, умница. Это чем отличается басня от стихотворения? Бахар. Басня содержит аллегорические образы. Аллегория – это иносказательное изображение какого-либо абстрактного понятия или явления через конкретный образ. Так, молодец, умница. Мораль басни – это начальные и заключительные строки басни, в котором получаешь нравоучительный вывод. Так, молодец. Казыбек. Лиса сравнивается в баснях с хитрым и жадным человеком. Молодец. Волк сравнивается в баснях с человеком с злым характером и коварным и злым человеком. Молодец. Так. Осел, например. С кем сравнивается? С глупым и Прямым, да? прямым человеком. Молодец. Ребята, домашнее задание у вас было подготовить инсценировку басни «Волк на псарне», «Свинья под дубом» и «Волк ягненок». В группах вы подготовились. Сейчас вы будете показывать, ребята, басню. Волк на псарне. Волк ночью думал, залез ли овчарку, попал в псарню. Поднялся весь псарный двор, почуя серого так близко забьяку, псы залезли в пивах, бегутся вон на драку. Псарик кричат: Ах ты вот, ребята! и вмиг ворота на забор. Вдруг псарня стала адом, бегут иной с тубьем, иной с ружьем. Огонь, автор, огонь! Мой волк, проживший, упал задом. Зубами щелкая ящики на 6, глазами, кажется, хотел бы сесть, но тут не перед стадом, что проходит наконец. Ему расшесть разновец, пустился мой хитрец в переговоры и начал так. Друзья, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум. Пришел мириться к вам совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, ставим чулан, а я впредь не трону здесь, что стану. Но сам занят с другими крестьян, и волчий клятва, и признаю, что я... Послушай-ка, сосед, ты сед, а я приятель сед. И волчью я давно натуру знаю, а потом обычай мой. С волками иначе не делать милой, как сиян. Шкуру с них. И тут же пустился на волка, кончик ставит. Басня «Свинья под дубом».
Наелась желуди и досыта, до отвала, наевшись, выспалась под ним. Потом, глаза подравшись, стала, и рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дерево вредит. И из дубу ворон говорит: Ой, корню обнажишь, она засохнуть может. пусть сох, говорит свинья, ничуть меня это не тревожит. В нем проку мало вижу я, хоть век его-нибудь ничуть не сожалею, лишь были б желуди, ведь я их жалею. Неблагодарная, примолвил дуб ей тут, когда бы вверх могла поднять ты рыло, тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Неверно также восхищение, бронит науки и учения, и все ученые труды, не чувствуя, что он вкушает их плоды. Молодцы. Басня «Волк и ягненок». У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Но мы истории не пишем. А вот о том, как в баснях говорят, ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надо ж в беде случиться, что около тех мест голодного искал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится. Но хотя закону вид и толк кричит: Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, здесь чистое мутить питье мое, с песком и сылом. За дерзость такую я в голову с тебя сорву. Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью от светлости его шагов я настопью, и гневаться напрасно он изволит, питья мутить ему никак я не могу. Поэтому я лгу, негодный, слыханная такая дерзость в свете. Да помнится, что ты еще за прошлом лете мне тут же как-то нагрубил. Я этого приятеля не забыл. Помилуй, мне еще и отроду нет году, ягненок говорит. Так это был твой брат? Нет братьев у меня. Так это кум или сват? И словом, кто-нибудь из вашего же роду? Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы всем мне зла хотите. Если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведывать грехи. Ах, я чем виноват? Молчи, устала я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. сказал, и в темный лес ягненка поволок. Итак, ребята, после того, как ваши одноклассники представили вам инсценировку басен, вам сейчас необходимо заполнить и выполнить, вернее, заполнить данную таблицу и выполнить план анализа басни. Да? Здесь 9 пунктов, ребята. Я думаю, что вы все справитесь. Держите. 5 минут на это. Ребята, каждый сейчас будет зачитывать. Каждый. Так, первое, да? Смотрите, тема. Первое. Автор и название басни. Какая у вас басня? Начнем с... Свинья? Подуба. Да. Дальше. Тема басни. О чем басня? О благодарности свиньи. Так, молодцы. Автор и название басни. Свинья Продубан Иван Андреевич Крылов. Тема басни «Неблагодарность свиньи». Мораль басни является отсылкой на людей, которые смотрят с высота. Кто главный герой басни? Свинья и гусь. Перечислите основные черты характера главных героев басни. Назовите два основные черты характера одного из героев. Приведите пример из текста, который доказывает твой ответ. Свинья – наглость и дерзость. Дуб – честность и невинность. Какие человеческие пороки высмеиваются в этой басне, высмеивающие лень и невежесть людей? Какие выражения стали крылатыми? Крылатые слова, меткие выражения, часто краткие цитаты, получившие широкое распространение в живой речи. Так, к доске, ребят. Название басни. Иван
Тема басни, о чем басня? Волк нападает на ягненка. Мораль. Основная идея. Вывод басни. Волк и ягненок. Одна из басен мораль, которая заключается в начале. У сильного всегда бессильный виноват. Существует мнение, что кто сильнее, тот и прав. Кто главные герои басни? Ягненок и волк. Перечислите основные черты характера главных героев басни. Назови две основные черты характера одного из героев. Приведи пример из текста, который доказывает твой ответ. Волк. Характеризует человека, обладающего силой и пользующегося своим положением. Проявляет грубость и озлобленность к ягненку. Обзывает его псом и нечистым рылом. Пример. Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом. Какие человеческие пороки высмеиваются в этой басне? Неблагодарность людей, обладающих силой. Выпишите из басни наиболее яркие глаголы. Поперечите к нему антонимы и синонимы. Искал синонимы, искал. Какие выражения стали крылатыми? Крылатые слова – меткие выражения, которые часто краткие цитаты, получившие широкое распространение в живой речи. У сильного всегда бессильный виноват, и ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. К доске, ребят. Авторы названия басни. Волк написание. Иван Андреевич Слов. Тема басни. О чем басня? Волк написание. Какие человеческие пороки высмеиваются в этой басне? Говорят о своей невинности. Кто главный герой басни? Волк, псы и ловчий. Перечислите основные черты характера главных героев басни. Назовите две основные черты характера одного из героев. Приведи пример из текста, который доказывает твой ответ. Живость и трусливость. Команда мартышек. Мы ставим вам 2 звезды за то, что вы правильно выявили тему басни и мораль басни «Свинья под дубом». Но, однако, вам надо запомнить слово «дерзость» и то, что ударение ставится на первый слог, на букву «Е». Команде Лис мы ставим 2 звезды, так как у них хорошо получилось определить тему басни и найти крылатое слово. Мы хотим посоветовать вам, чтобы вы помогли Чингизу правильно выражать мысли. Ребята, сейчас на стикерах напишите фразеологизм, который характеризует то, как вы сегодня работали на уроке. Здесь даны фразеологизмы: хлопал ушами, слышал краем уха, тяп-ляп, считал ворон, в поте лица, не покладая рук, засучив рукава, шевелил мозгами. То, что подходит именно вам. Напишите фразеологизм и снизу подпишите имя. Так, пишите. Как вы работаете? Думайте, зачем нам в 21 веке нужно изучать басни? Читая басню, мы не хотим быть похожи на тех персонажей. Мы учимся быть добрыми, честными.